Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем вам по судьбе скоро познакомиться? Что это за человек и что за знакомство вас ждет? Загадайте, пожалуйста, на себя, на судьбу и на новое знакомство. И пусть нужная и важная информация у вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, есть знакомство. Знакомство человека будто бы на радуге стоит. Непростое, сразу говорю. Непростое знакомство, с непростым человеком вы познакомитесь. Для вас это человек, либо в ваших глазах он прям какой-то особенный, либо очень богатый, либо очень красивый, либо и то, и другое. Либо у человека какая-то должность. Еще по таким радугам часто эти знаменитости отыгрываются. Там актер, политик, может быть какой-то блогер даже. Да? Вот, чем эти блогеры хуже, чем актеры. Да? Очень много талантливых людей, которые находят себя именно в блогинге. Какой-то прям очень необычный человек. Такое знакомство, оно вот как на миллион, да, одно на миллион. И в вашей жизни подобных знакомств как бы еще не особо было, да. Может быть, когда-то там давно с кем-то таким познакомились. Так, чтобы постоянно, да, видеть таких людей, нет, такого нет. Вот еще мне идет, что вот лицо какое-то очень красивое, такое приятное, вызывающее доверие. Хочется смотреть в лицо мужчины. Мужчина хорош с собой, ухаживает за собой. Опять же, вы все разные, возраст тоже может быть разный. Но вот возраст на лице у него не написан. То есть выглядит моложе своих лет. Прям такой очень-очень ухоженный человек, следящий за собой. Это не обязательно, что там постоянно косметологов посещает. Да? Может, просто правильно живет, правильно питается, соблюдает режим отдыха, питания. Человек, который следит за тем, как он одет, в чем он одет, там стрижка у него свежая, да, всегда хорошо выглядит, выбрит, например, либо очень ухоженная оборотка у кого-то может отыграться. Вот про лицо могу сказать то, что красивое и молодое. Но, опять же, лицо не отражает возраст этого человека, с кем вы познакомитесь. Вот когда вы возраст настоящий узнаете, скажете, не может быть, я думала, тебе там лет на 10 меньше, да, может даже больше, там 15 меньше. Ну, интересный человек, интересный запах какой-то необычный от него, такой прям, знаете, обволакивающий, с ума сводящий, очень вкусный запах. Какой-то у него прям там супер парфюм необычный. Смотрите, вас либо кто-то познакомит, либо какая-то ситуация познакомит, сведет. Может быть, где-то по делам будете, может быть, в какое-то место попадете, может быть, где-то в сопровождении кого-то будете, и вот познакомитесь. Знакомство у вас буквально не за горами. Для вас это буквально как звезда падает в руки, но вы почему-то этой звезды боитесь. Может быть, вы женщина, которая не верит в чудеса. Может быть, вы женщина, которая сама себе счастливой не разрешает стать. Либо у вас есть привязка к какому-то недостойному человеку, который полностью мороком весь ваш мир окружил. Вам будет казаться, что это все вот как в параллельной реальности происходит. Да? Такой красивый мужчина, 100% он женат, у него там есть, если не женат, то куча поклонниц, там все у него классно. Вам и в голову не придет, что этот мужчина смотрит на вас как на женщину. Почему-то вы себя стесняетесь, почему-то вы считаете, что такой красивый не для вас, да, либо такой знаменитый, известный, там, не знаю, богатый не для вас. Но я вижу, что вы как-то будете зажиматься, смущаться,
и как будто бы в тень будете прятаться, да, вот, ну, отстраняться от этого мужчины. А он к такому не привык, понимаете? Он не привык, что женщины его избегают, да, ему вообще покажется, что вы его игнорируете, что вам скучно в его присутствии, что он вас раздражает, мешает. И он такой: я не понял, что происходит, почему эта женщина так себя ведет. А еще вы ему покажетесь очень какой-то грустной, невеселой, грустной. Почему-то он себе придумает, что у вас в жизни какая-то драма, что у вас какие-то неприятности. А может быть, он этого не придумает, может, он это почувствует. Может, действительно у вас сейчас в жизни не все гладко. И у него прям, знаете, в сердце защемит. Как будто бы вот надо вам помочь, что вы такая вот дама, нуждаетесь в помощи, надо вас там спасать, что-то предпринимать, как-то выслужиться перед вами. Доброе дело, там, рыцарский этот поступок совершить в вашу честь. Он к вам, а вы от него. Он к вам, а вы от него. И он такой: я не понимаю, что мне делать, почему она меня избегает, почему она от меня отстраняется. А вы такая думаете: ну, что ты ко мне пристал, да? Я не такая красивая, как тебе надо. Иди он красивым, от меня отстань, не смущай меня. То есть со стороны это все выглядит максимально комично, да? Но вам будет не до смеха. Вы почему-то прям стресс испытаете в этот момент, да? Ну, потому что он очень красивый, а еще если известный, если популярный, если он там какой-то богач, да, этот царь жизни, то вы прям стрессуете и думаете: господи, да уйди ты от меня, да, что тебе надо, чего прицепился ко мне. Вот. А он наоборот, вот женщина в беде, да, у нее грустные глаза, надо ей помогать, надо ее спасать. Она такая скромная, она, ну, типа, от меня хочет увильнуть. Ну, интересно, конечно. Что я еще вижу? Я вижу, что вы действительно вот как-то на себе такой большой жирный крест ставите. Осознанно, либо несознательно. Вам, девочки, нужно с этим что-то делать. Это нехорошо, что у вас так занижена самооценка. Слушайте, ну кем бы он ни был, да, вы женщина прекрасная, в самом соку. Вы женщина императрица, понимаете, на миллион. Зачем вы так? Зачем? Ну да, красавчик, ну да, богатенький, ну что? Вы не имеете права, либо вы что, прокаженная, да, он не может вас полюбить, либо не может на вас обратить внимание. Зачем вы так? Я вот вижу, что вы буквально сами себя начинаете против него настраивать и говорить, что нет, на тебя внимание не обратит, и давай убирайся отсюда по добру, по здорову, иначе потом что-то плохое случится. Вот. И я вижу, что мужчина к вам тянется, а вы от него вот прям брыкаетесь, да? И он, кстати, подумает, что у вас плохой характер, что вы очень такая замкнутая, еще и там истеричная. Ну, может, и не истеричная, а может быть, вы как отшельница, да, вы не любите общество людей. Он скажет: да как так, да? Вы ему понравитесь. Вот глаза ваши его очень сильно зацепят. Вот эта грусть, тоска, либо тяжесть жизни, что-то в ваших глазах его так зацепит за живое, что он прям думать о вас начнет. Вот прям как крючок такой, да. Вы этого не хотите, но это происходит. Как сердце проникнется трепетом, переживанием за вас. Такой момент показан. Он будет у вас просить ваши контактные данные. Вы, конечно же, будете говорить: не дам, я чужим не даю, я на улице не знакомлюсь, я вас плохо знаю, чтобы вам дать мои данные. Но он как-то вас уговорит. И я вижу, что он вам сразу как-то будет предлагать свое участие, свою помощь, не знаю, защиту, может быть. А вам покажется, что он хвастается, что вот я все могу, я такой, я сякой. И вы такая: скажете, какой нехороший мужчина. Даром, что красивый, да, но вот хвастаться начинает. Но он не будет хвастаться. Я не знаю, почему вы так одним ухом, что ли, будете слышать. Либо из-за этого стресса у вас там все перепутается. И еще я вижу, как на вас будут смотреть люди вокруг. С завистью будут смотреть, особенно женщины. Но потому что мужчина красивый, и он от вас не отходит. Вы делаете шаг назад, он делает шаг вперед. И женщины с завистью будут смотреть и думать, и гадать, кто вы такая, что вам так повезло, такой красавчик. Ну, только вас замечает, никого из них больше не замечает. Думать потом о нем будете, а он будет думать о вас.
Вы будете думать, кто он такой и что ему нужно, да, почему пристал, начал хвастаться, а он будет думать, что это прекрасная незнакомка с грустными глазами, что я могу для нее сделать, как я могу ей помочь. Да, какие-то странные у вас мысли, да, совершенно не сходятся. И еще, мои хорошие, буквально после этого знакомства, ну, грубо говоря, условно знакомства, у вас еще одна встреча идет, совершенно случайная. Тут как будто бы сама судьба эту встречу вам подстроит. А судьба дает еще один шанс на то, чтобы вы на этого мужчину посмотрели с правильной стороны. И мужчине дает шанс, чтобы он увидел, что у вас не только глаза красивые и грустные, но что вы женщина прекрасная. А встреча у вас следующая, буквально вот столкнетесь где-то в совершенно как неожиданном, не предполагающем для встречи месте. Вот столкнетесь с ним, он вас сразу, конечно же, узнает, вы опять чуть ли дар речи не потеряете, скажете, блин, опять он, что делать, куда бежать, как спрятаться от него. И вот когда будет эта вторая встреча, вы уже там с ним поговорите. Ну, буквально он вас за руку потащит, скажет, вот давайте в кафе сядем, поговорим, обсудим. Я вот вижу ваши грустные глаза, я хочу вас расспросить. И у вас какой-то ступор, вы не понимаете, как вам себя вести. И мужчина прекрасный, вы прям глазами его поедаете. В то же время вы не понимаете, что ему нужно, и вы... не то чтобы гоните, вам даже в голову не приходит мысль, что вы можете ему нравиться. То есть вот так вы к себе относитесь, что вам даже такая мысль в голову не придет. Но вас пленит его запах. Опять показали запах. Какой-то у него там чудо-парфюм, либо любимый ваш запах. Да? Может, вы любите какой-то компонент из этого запаха. И вас прям пленит этот запах. Вы хотите вырваться и убежать, но этот запах вас останавливает. И еще он вас как-то успокаивает, этот запах. Ну, что есть, то есть. Девочки, я дам вам совет. Мужчину этого не гнать. С мужчиной с этим говорить на равных. Вы ничем не хуже, чем он. И ничем не хуже, чем те женщины, которые его окружают. Вы гораздо лучше, чем они. Потому что вы честный человек. Мне идет, что именно ваше честное сердце, ваша честная душа его привлекает. А то, что у вас глаза грустные, ну, скорее всего, да, жизнь у вас непростая, либо много боли вы пережили. А этот мужчина очень сильный эмпат. У кого-то вообще экстрасенс отыграется, да, он это чувствует. И он понимает, что он может помочь, только не знает как. Если вы ему не скажете, то он вам и не поможет. Но он будет пытаться, ну а что, пальцем в небо тыкать, да, ну это тоже, знаете, так себе удовольствие. Вот, лучше честно сказать, объяснить свою ситуацию, не стесняться, да, не стесняйтесь. Он такой же человек, как и вы. И возможно, у него тоже был такой опыт жизни, когда у него там сердце было разбито, когда его жизнь была разбита, когда у него там денег, например, не было, да, либо он был никем, допустим, да. Это все он проходил, и то, что сейчас у него все хорошо в жизни, это его нисколько не испортило. Он остался нормальным, адекватным человеком, человеком, который и хочет, и может помогать другим. Человеком, который хочет любить и быть любимым. Понимаете? Ничто человеческое ему не чуждо. А вы его прям, знаете, сразу на пьедестал поставили, нимб на голову ему натянули и думаете, что ну нет, такой точно со мной не захочет. Да? Либо такой мужчина, у него есть красивая женщина, а я типа некрасивая. Да? Какие-то такие у вас мысли, я не знаю, что-то петуха в нем видите. Может, потому что он красиво одевается, модно одевается, дорого одевается. Как-то вы так думаете, ну нет, ну не может такой обратить на меня внимание. Да? 100% какая-то игра, это что-то не то, что-то не так, да, какие-то у вас негативные мысли. Вы даже с кем-то будете по поводу этого мужчины говорить, будете делиться вот тем, что вы думаете, вам будут говорить, ты с ума сошла, зачем ты такое думаешь, да? Почему ты так стесняешься себя, своей жизни? Почему не позволишь этому мужчине тебе помочь, либо поухаживать за тобой? Знаете, я так скажу, возможно, вас кто-то отравил, ну какой-то негатив есть, да, как отрава проникла в вашу оболочку, проникла в вашу ауру. И, возможно, эта отрава вам мешает счастливой стать, да, либо общаться с правильными и нужными людьми. А может быть, это те комплексы,
те страхи, которые насадили вас плохие люди в процессе вашей жизни. Может быть, бывший там сильно самоутверждался за ваш счет, рассказывая, что вы какая-то не такая, там, некрасивая, никому не нужна. Может быть, там родители вас не хвалили, не называли принцессой, не называли красавицей. Да? У каждого своя история. Мои хорошие, нельзя упустить эту прекрасную птичку. Нужно что-то делать, надо как-то себя расслабить, да, потому что мужчина готов к общению, мужчина готов к отношениям, ему прям очень сильно хочется вам помочь, хочется, чтобы ваши глаза не были грустными, а наоборот улыбались. Поэтому наберитесь храбрости, да, избавьтесь от этих дурных мыслей и начните общаться как положено, как и с любым другим мужчиной бы вы общались. Что красивый, и что богатый, и что это не грех, это не преступление, это не какой-то там, не знаю, клеймо, да, на человеке, что вот ты богатый, все, иди отсюда, ты плохой. Нет, наоборот, почему бы и нет. И не стесняйтесь того, как вы выглядите, в чем вы одеты, там, какой у вас телефон. Ни в коем случае этого не стесняйтесь. Он вообще на это внимание не обращает. Деньги для него не Бог. Для него Бог – это любовь. Понимаете? Так же, как и для вас. Так, еще. Этот мужчина, если вы будете его так держать на расстоянии вытянутой руки, то есть он чувствует ваше напряжение, только он не понимает, чем это связано. Если он подумает, либо все это продолжается, он пытается там вас разговорить, вам помочь, а вы такая закрылись и как обиженный ежик сидите, его колючками колите, то этот мужчина может подумать, что он слишком назойлив, и что он вам мешает, что он вас раздражает, что вы не хотите с ним общаться. Этот мужчина может просто уйти, и потом просто будет, если даже вас где-то видеть, он не станет подходить, чтобы не доставлять вам дискомфорт. Понимаете? Это не потому, что он на вас обидится, это потому, что он посчитает, что он вам неприятен. Хотя на самом деле это не так. Вы либо сразу ему про свои страхи расскажите. Почему бы и нет? Да? Вы можете сразу сказать, что мужчина, вы слишком красивый, да? Вы слишком богатый, я не понимаю, что вам от меня нужно. И тогда он улыбнется и скажет: я хочу вам помочь, да? Я хочу, чтобы ваши глаза улыбались. А так они очень красивые, но грустные. И сразу уйдет этот вопрос. А так, пока вы будете сидеть, думать, гадать, зачем он к вам пристает, девочки, ваш внешний вид, он действительно на этого мужчину влияет. И влияет не в плюс, а в минус. Да? Ему кажется, что он вам мешает, да, его присутствие вам мешает. Да? Лучше мне уйти, чтобы ее не беспокоить. И не запрещайте себе быть счастливой. Но почему у вас эта мысль, что он не может обратить внимание на такую, как я? Да может. Все что угодно может произойти. Вообще некоторые мужчины, они не смотрят глазами, не смотрят сердцем. То, что вы думаете, это стереотип. А то, что на самом деле происходит, оно все по-другому проигрывается. Не надо себя так, грубо говоря, за ширму прятать. Оно того не стоит. Понимаете, вы себя буквально хотите от счастья спрятать. Этот мужчина, он может решить ваши проблемы, он может оказать вам всестороннюю поддержку, он может поучаствовать в ваших проблемах, он даже может ваши проблемы взять на себя. Если вы будете с ним общаться, то тут искра очень мощная может появиться. Искра, которая перерастет в пламя. И потом появится любовь, понимаете? А если вы его изначально от себя отгоняете, понятно, что какая уже любовь. Он и помощи вам не сможет оказать, потому что вы ее не примете. Не то, что там про любовь говорить. Да? Давайте договоримся так, что вы будете более открытой, и вы будете говорить то, что вас беспокоит. Да? Сразу расставляйте все точки над «и». Не додумывайте себе за мужчину. Вы лучше его спросите, напрямую спросите его цели, намерения. Зачем он к вам подошел, что ему нужно. Тогда все будет хорошо. И не отказывайтесь от помощи, и уж тем более не закрывайтесь от любви. Возможно, это тот самый шанс, о котором вы мечтали,
о счастье, о любимом человеке, о счастливом будущем, о семье. Да, возможно, вот судьба его выбрала вам в женихи, а вы такая: ну нет, не может такого быть, что-то тут не так, да? Не надо так делать. Если что-то случилось, значит, оно вам уже по судьбе. Вот просто не лишайте себя счастья, не лишайте. Почему вы не имеете права быть счастливой с таким мужчиной, как он? Да, там же нет какой-то градации, либо селекции, кто на что имеет право. Каждый может быть счастливым и богатым, и каждый может полюбить и бедного, и богатого человека. Ну, к чему это все? Не стесняйте себя, задавайте ему вопросы, ведите себя естественным образом и не закрывайтесь от тех людей, которые к вам тянутся. Тем более я вижу, что этот человек тянется к вам с добром. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.